У нас есть два персонажа. Один бедный человек, другой богатый. Личности создают в итоге сборище или толпу людей, которые в итоге создают государство. А состояние государства зависит от каждого его гражданина, и от каждого из них зависит, будет страна бедной или богатой. В благополучии государства причастный каждый гражданин этой страны. Как стать миллионером в Таджикистане? Мы рассмотрим новую книгу уважаемого Саидмурада Давлатова, который так и называется «Как стать миллионером в Таджикистане». Его философия – это философия муравья. Саидмурад Давлатов является предпринимателем, инвестором, мультимиллионером, психологом, доктором психологических наук и автором более 10 книг. Мы рассмотрим с вами анализ рынка экономики в Таджикистане. Рынок Таджикистана в основном составляет 90% зарубежных товаров, а местных категорически не хватает. Направление развития бизнеса в Таджикистане. Бизнес многогранный, и мы рассмотрим все их виды. Инвестирование и привлечение инвесторов. Надо научиться нашему народу, как инвестировать и привлекать зарубежных инвесторов, чтобы они вкладывали деньги. Состояние экономики Таджикистана. В первую очередь надо обратить внимание на безработицу. Безработица – главная проблема в данный период нашей страны. Оно, к сожалению, составляет 30%, а только 70% нашего населения остаются с работой. И эти 30% составляют 3 миллиона человек. Мигрирование таджиков составляет около 2 до 3 миллионов человек. С одной стороны, это хорошо в плане поступающих доходов, но оно категорически разрушающее, так как мы зависим от внешней валюты. Налоги. Налоги в Таджикистане составляют очень большие, и оно составляет 67,3%. Допустим, что и в той же Европе оно составляет всего лишь 32,8%, а в России она вообще составляет 46%. К сожалению, наши налоги очень превышают по сравнению с другими странами мира. По сравнению с европейскими странами налоги превышают в 2 раза. Рассмотрим с вами преуспевающие успешные государства Азии и наш Таджикистан. Япония. После ряда сокрушительных поражений Второй мировой войны они продумали вообще новый подход. Они взялись за создание техники современных оборудований. И как только мы с вами слышим про Японию, мы видим качество продукции. С этими признаками японцы захватили мировой рынок. Китай взялся за социалистический подход планов и правильно использовал свою рабочую силу. И они пришли в мировой рынок с помощью дешевизны своей продукции. Таджикистан. После распада СССР пережил гражданскую войну и уже 30 лет находится в свободе демократии. Но как только мы говорим про таджиков, к сожалению, в голову других приходит бедность, нищета и гастарбайтер. К сожалению, из многотысячелетней истории мы превратились в так называемых людей, но мы можем преподнести миру нас с другой стороны. Мы можем показать себя с помощью натуральной продукции. Натуральная продукция составляет в Таджикистане почти 90%. Поэтому с помощью натуральной продукции Таджикистан может выйти на мировой рынок в 10 раз быстрее. Перспективные направления бизнеса в Таджикистане. Строительство. Строительство было и остается в нашей повседневной жизни. Люди увеличиваются, люди умножаются, и строительство остается. Выращивание хлопка и его производство. Наши деды занимались этим всю жизнь, и каждый из наших таджиков умеет его выращивать. И у нас есть многолетний опыт. Гостиничный бизнес. В будущем Таджикистан будет самым туристическим местом, так как у нас приятный климат и высокие горы. А у нас нет нормальной гостиницы в Таджикистане. Туристический бизнес. Туристический бизнес является очень перспективным, так как у нас высокие горы, теплый климат и красивые реки. Бизнес – это не просто покупать и продавать, она многогранна. Наш народ трудоголики и гостеприимные, но они должны научиться использовать свой разум и знания. Мы вкладываем в дом еду, одежду и в последний момент в нас самих. Ведь самая лучшая инвестиция – это инвестировать в себя. Но как же стать миллионером в Таджикистане?
Что делать, если не хватает средств? Первое – выбор наставника. Без наставника мы не продвинемся вперед. Второе – это чтение книги. Чтение нужной книги является очень хорошим набором опыта. Третье – окружающая среда. Мы видим в своей жизни то, что нас окружает. Поговорим с вами о 5 правил для стартапа своего бизнеса, которые необходимы. Первое – выбор направления бизнеса и фокусирование на нем. Второе – работать от 6 до 12 месяцев в выбранном направлении для напора опыта. Если начать бизнес, не поняв глубину этого направления, рискуем. Третье – старт своего бизнеса и создание проекта. Ведь прежде построить дом, вы строите сначала его проект. Четвертое – привлечение инвесторов в свой бизнес-проект. Вы сами тоже должны вкладывать в свой проект и найти либо инвестора, либо партнера. Пятое – создание единой команды и создание бизнеса. Надо уметь быть лидером в команде и иметь единую команду. Создайте такую команду, которая поддержит весь баланс вашего бизнеса. Спасибо вам за внимание. Это был мой опыт первый. Поддержите, пожалуйста, лайком и комментируйте мои видео. Спасибо огромное. До свидания.